Привет, меня зовут Александр, компания Центр домостроения. Мы находимся в местечке Холмы. Здесь с нами была построена вот такая баня параметрами 4×6. Вот такая аккуратная, красивая банька. Сейчас пришло время к внутренней отделке. Мы ее начинаем и весь процесс вам покажем. Особенность данной бани в том, что мы утепляем и предбанник, утепляем пол в помывочной и утепляем пол в парной. Но как же будет уходить вода, когда вы будете мыться, да? А для этого мы будем делать специальную водосточную систему для вывода воды из бани. Очень интересная система, так что оставайтесь с нами, все детально покажу. Можете посмотреть, как мы плотненько-плотненько уложили маты толщиной 20 сантиметров в предбаннике. Сейчас укладываем пароизоляционную пленку. Посмотрите, как аккуратно. Красивый, аккуратный настил пароизоляционной пленки. Проблемные зоны всегда угловые соединения. Посмотрите, как аккуратно, плотненько-плотненько были утеплены угловые соединения. Все очень хорошо. Потолок мы тоже утеплили. В предбаннике утепление идет 20 сантиметров, потом пароизоляционная пленка и вот эти направляющие доски для уже чистовой обшивки. Потолок в парной утеплили 20 сантиметрами базальтового утеплителя. Вот такой фольгированной пленкой обтянули и сделали направляющие для чистовой отделки. Дальше мы приступим к стенам. Стены также обошьем фольгированной пленкой, чтобы было отражение тепла, тепло из бани не уходило. Сделаем направляющие и будем обшивать внутри все вагон. Вот уже начало положено. То есть мы делаем слив. Вот такой красивый у нас будет пол в предбаннике. Повторюсь, у нас пол 20 сантиметров утепления, что там, что здесь. Посмотрите, там уже какая конструкция. Далее парозащитная пленка, потом фанерные лаги и уже чистовое покрытие. Пол в предбаннике готов. Что за конструкция у нас в парной и в мойке? Здесь у нас полноценно тоже идет утепление пола 20 сантиметров. Дальше сплошной настил ОСБ плитой. Что же происходит? И какой-то желоб еще вон там вот идет. Что это такое? Очень интересная конструкция. Как же устроен пол в парной и в мойке? Посмотрите. Ведь пол у нас утеплен 20 сантиметрами, так же как и в предбаннике. Но как же будет уходить вода? Пол утеплен 20 сантиметров. Дальше настелили пароизоляционную пленку. Далее у нас идет контрабрешетка, на которую настелили фанеру. Ну как же будет уходить вода? На это все счастье мы еще настелим гидроизоляционный слой, загерметизируем все щели в сторону вот этого желоба. Вот эти ОСБ панели у нас с естественным наклоном в сторону данного желоба. То есть вся влага, вся вода будет уходить сюда. И у нас там есть техническое отверстие, желоб уходить, но уже из бани. Это первый уровень пола, он со скатами в сторону желоба. У нас пойдет еще второй уровень пола, который будет вентилироваться. Он будет уже абсолютно ровным. Дорогие друзья, если вам необходимо построить дом или замечательную баню, а также сделать черновую отделку, обращайтесь. С удовольствием поможем. Компания Центр домостроения, город Сыктывкар, улица Советская, дом 8, офис 203. Наш телефон 48 47 48. Приходите, проконсультируем, сделаем вам расчет стоимости, но вы уже принимайте решение. Будем рады быть вам полезны. До встречи. До встречи.